Снова, ребята, я у реки. Точнее, мы у реки. Вон мои собаки гуляют. Гуляют, прогуливаются. Сегодня утро у нас 17 апреля. Неблагополучное утро, будем считать. Потому что сегодня я собрался, вон по-теплому одет. Собрался, вышел завести буран, и у меня буран не завелся. Я до усталости дергал стартер, но бесполезно. 2 раза свечи снимал, 1 раз искра как-то тоненькая, маленькая красная искра была. И вообще искра пропала. Думаю, наверное, магнито. Магнито, наверное, думаю, улетело все. Полетело, то есть. Полетело. Вот сейчас я тоже стою и думаю, у меня 2 варианта. Чтобы взять рыболовные снасти, у меня градобур, ящик, все, палатка, все тут, в старенькой будке. Или же просто прогуляться. Тулан летит. Просто прогуляться по тайге, по насту и обратно домой. Потому что рыба явно не клюет. Знакомые рыбачат и говорят, что рыба не берет. Также, про буран много рассказывать не буду. Это 100% на магнито. Причина магнито. А сегодня у нас 17 число и будет пробный стрим, как я думаю. Включится, не включится, там смогу поговорить в чате или нет там. Если все нормально, я расскажу более подробнее причину, может, еще от чего, как там. Не знаю, что делать сегодня. Вот, вот это утро. Что должно быть, не избежать, это бесполезно там гадать, думать. Все-таки, наверное, я думаю, пойду сейчас. Давайте прогуляемся. Нет, даже открывать не буду. Потому что сегодня ветрено, минус 12 градусов и 12 градусов. Тем более рыба не берет. Будет более теплее. И уже с утра, чтобы нормально там запланировано все так взять и идти на рыбалку. Вон только вышли на речку, уже тут ветрище. Вот бронится. Да, давайте сходим, прогуляемся и нормально будет. Заодно на природе побродим. Снимаю на экшн камеру сегодня. Экшн камера у меня китайская тоже. Не один фильм уже снимал. Да. Отличный выбор у меня сейчас. Лучше схожу, я погуляю. Вот тоже буран. Буранится тоже, он немножко проваливается, ездит. Ехали там, снег растаял из этого. Кустики здесь я вешал, отмечал переход для бурана. И лед опасный, скользкий, очень скользкий лед сейчас. 17 апреля. Слышите, как хрустит снег под ногами? Мороз такой еще у нас стоит. Какой дубак. Смотрите, как валяется айда. Все, на нее я больше экшн камеру не повешу. Если съемка на собак и будет, думаю, буду вешать экшен на тулана. Вон далеко он лежит. Вдалеке-то есть. Сейчас прям зайду в тайгу и такой кружок сделаем. Километров 5 так прогуляемся и обратно домой.
Право кладбище, но туда уже не будем ходить. Здесь пилорама. У нас хороший. И снег выпал свежий. Как бы позавчера, наверное, снег был. Да, позавчера вечером. Какие дела. Иду вот с этой дороги. По этой дороге иду. Опять тут параллельно дорога выходит. Короче, идет эта дорога. Идет эта дорога в сторону Адью. И мы тоже в ту сторону направляемся. Километров 2, наверное, пройду. И повернем направо. На Большое болото. Через Большое болото можно еще пройти так. Такой марш-бросок утренний. С утра никто не ездил, не ходил. Обычно тут лыжники по утрам тоже ходят, но сейчас пока никого. И вчера никто не ходил, видно. Следы только моих собак. Зайцы, белки, ничего не бегают. Ничего нету. Вот так. Так. Следы мышей только вон. Пересекают дорогу. Мыши. Тулан прибежал. Когда выходил, я обе камеры сегодня брал с собой. На Буране, когда хотел ехать. А потом Буран не завелся. Поход отменяется и дай, думаю, если на рыбалку я экшн камеру возьму. А все так в голове поменялось тоже. Сейчас бы не помешало Panasonic. Приблизить, отдалить там при съемке. Ну, как получится. Вот сейчас снимаю на экшен. Фу, солнце яркое светит навстречу. Ну, километра 2 так пройдем по этой дороге. Да, ручьи во льду. Все, в принципе, открыто уже. Но все замерзло. Потому что сильные морозы у нас сейчас. Крепкие морозы ударили опять. Не 40, не минус, но все равно для весны 13 градусов это. Вон так. И знаете, вот дед еще рассказывал, в этот ручей на нерест ходил я раньше. Это ручей выходит на озеро, где я снимал. Тоже одно озеро большое, выбора нету. И, короче, на это озеро заходили язи очень много. И по этому ручью они или после нереста они поднимаются, чтобы полоскаются как-то. Вот. Такой процесс у них. Такие дела бывают. Ну тут еще полкилометра, наверное, пойду и повернем направо. Сперва на восток дорога шла, потом идет севернее, северо-восток, даже в север, нет, северо-восток, да, северо-восток. Эта дорога на Адью поднимается, вон. Это всю зиму тут ездили бураны, рыбаки. Как лед встал, все началось и очень много ездили. Сейчас вроде перестали, потому что второй день и следа свежего нету. Видно, или рыба не клюет, или закончили сезон. Так, мы, наверное, направо пойдем. Но это дорога вот такой круг сделает. Нам надо вон туда. Это напрямик идет. Ребят, первые следы боровой птицы. Боровая птица.
Толком не могу определить, не то рябчик, не то тетерка, потому что сейчас рябчик пройдет, солнце печет там и следы расширяются, и кажется, что это прошел тетерка, прошла, но может быть даже и рябчик. О, Тулан, вон он, кабан. Давай гуляйте. Для них амортизация сантиметра 2. Снег выпал на наст, и лапы не ранятся сегодня. Гуляют все четко. Я с поворотом ошибся. Оказывается, наш заезд вправо дорога, это еще дальше. Там курилка должна быть. А здесь обычный там, как сказать, такой поворот, такая дорога тоже. Но мы сейчас на Бураницу также выйдем. Но я немножко перепутал. Вот такие дела. Идем дальше. Разначали уже. Запланированный кружок сделаем. Здесь лес однотонная сосна и где-то 50 километров, не меньше. Все вот такой сосновый лес. Грибы, боровики, там моховики. Всю осень собираем. Сдают многие тысячи зарабатывают на этих грибах. И я тоже как-то азарт был не только собирать, но и также заниматься предпринимательством этими грибами. Искал напарника или через кого-то там сдавать эти грибы, на кого-то работать. Звонил там, искал эти, ну, работодатели по объявлениям, и один отозвался, договорились, ну, хотел он привезти бочки там туда-сюда, и типа я собираю там, варю эти грибы, он отвозит. Ну, такие глупые планы были. Так ничего и не получилось. Может, и к лучшему. Связываться, с чужими. Риск. Очень большой риск. Могут запросто кинуть там или еще. Ну да ладно. Для себя пособираем. Ну и также принимаю, в принципе, на селе. Можно сдать, если охота тебе подзаработать. Осенью можно подзаработать. Так главное не лениться. Ну и здоровье также теряет народ. Потому что клюкву, вот, скажем, собирают целый день на ветру. Очень ветрено. Вот это уж точно наш перекресток. Да. Но Бураница опять напрямо пошел, а мы свернем налево, направо. Тулан туда ушел. Блин, светит, ослепляет солнце прям. Очередные следы. Да, это тетерки. Явно тетерки это ходили и вчера ходили. Но тут широкое болото, сейчас мы куда идем. Ну, от Силина она, от деревни 7 километров. Первый ток такой. Более-менее, где вот каждый год такуют. Тулан. Один в одной стороне, другой в другой стороне. Тана, лок. Вон следы, Тана. Корч. Давай, ищите. Косачи бегали, там еще след. Тула, корч. Конны тарыс. Где косач? Тулан, где косач? Где косач, а?
Где косач? Ай, нет косача, скажи. Вон, пробежали, вот еще следы. Хороший след, очень даже хороший. Очень даже похож на кополуху. Кополуха или косачи. Но это крупный след. Да. Косач, наверное, косачи. Косачи. Да тут таких переходов, ребята, везде кругом следы. Вон оттуда я сколько прошагал, вот кругом следы. Здесь видно, они кормятся и может такой небольшая партия, ну штук десяток. И они сейчас собирают эти, ай, блин, от шишек-то эти, блин, семена. Вот из-за этого много ходят по нас тут. Хорошо им сейчас. А там уже курилка. Надеюсь, видно. Вон курилка, ребят. Это лесхоз так делает. Определенно, как это через какое-то количество километров. Такие курилки. И мы сейчас повернем строго направо. И солнце я возьму на левое плечо, чтобы ориентировочно прямо идти. На левое плечо. И рано или поздно мы выйдем на болото. И я охоту начинал с этого места, надо помниться. Первый раз, когда я приходил на болото, здесь также лесопунктовские дороги были, там лес вывозили, и все открыто было. Сейчас ты сюда не придешь, сейчас начнет этот снег таять, там не будет держать, и сюда точно не сможешь приходить. А здесь вот раньше дорога была, и первая охота у меня была здесь. Ну, сейчас выйдем, в принципе. Тоже там дальше не заходил, возле леска посидел, там кряквы, конечно, там основная кряква, там парные кряквы там были. Охота не получилась, но факт, что вспоминаю, что первая охота вот с этого места начиналась. Ну, метров также, наверное, 300-400 до окраина болота надо идти. Вот там вдали уже болото. Я что-то немножко вспотел. Быстро начал идти. Строго в своем направлении иду. Солнце слева на левое плечо. И никогда ты не заблудишься. Если целый день там идешь, там градус меняешь, и все равно у тебя курс направления будет все прямо пойдешь. Ну вот. До основного болота еще нам топтать дальше. Это окраина. Весна приостановилась. Там шалаш вдали. Метров 150 от меня, ну, не приблизить. И ветрено тут. Так. Примерно. Даже непонятно, куда идти. Но пока так пойду в своем направлении. Куда-то все равно выйдем. Немножко я заплутал.
Я, наверное, обхожу это болото уже, блин. Там вроде чисто. Может, дальше, что ли, я пошел в обход? В обход уже иду, что ли? Я не понимаю. Вроде уже должны были уже дойти. Это болото. Ну вот, ребят, вышли на это болото. Там вдали, не знаю, видно, не видно, только мою тень, свою тень я вижу, но там вдали видно церковь, там село наше, вышки. Я должен вон там был выйти, примерно думал, вон туда я выйду, а оказывается я строго по направлению вон туда я шел. Мог бы пройти мимо и выйти на ту окраину, где-то на дорогу. Но оказывается, надо раньше было, вот где мы заходили, первый перекресток. Если там я вошел, вышли бы вот сюда. Ну так, в принципе, нормально еще. Там вот лес такой, ну вот не приблизительно экшн камеру. И вон на тот лес сейчас мы и пойдем. Вот такие дела. Здесь это гусиное болото. Вот самое то место, где вот гуси очень много отдыхают здесь. Раньше тоже ходил сюда на охоту, а сейчас уже надоело. Далеко ходить. Далеко. И я не такой гусятник, будем считать. У гусятника должно быть железное терпение и желание для этой охоты, а у меня нету. Я на утреннюю зорьку схожу на пару часов и уже все. Обратно надо бежать домой. Но это болото, конечно, мощное болото. Шикарное болото. Любимое для гусей болото. Кряквы, шилохвосты, все здесь. Кормовая база, видно, хорошая. Да. Вот такой кружок получается у нас. Где вот церковь, мы вышли, вон так прошли по этой дороге. И здесь такой кружок, здесь вышли. И уже направимся вон туда. Там тоже параллельно этому болоту. Уйди. Этому болоту. Там дорога поднимается. Где наши шалаши. К этой дороге сейчас мы пойдем. Половина пути, короче, позади. Еще половина. Вот так. Здесь где-то должна быть сруб. Но вот под снегом и был тоже у меня поход, когда я искал этот сруб. Но где его найти, не знаю. Это у гусятников, охотников. Вот. На гусях раньше кто ходил, они делали. Нет, не найти, потому что он под снегом сейчас. Снега много еще. Так. Видно, ребята, сруб находится именно здесь. Да. Потому что здесь такой холмик, снег. И подготовка тут у охотников. Вон, где. Да, вон он. Сруб-то старый. Да. Это как дот или дзот там, блин. Там невысокий сруб. И на крыше вот такой ельник. Снег пригнали туда. Я думал, вон там, возле этого леска, оказывается, на середине. Значит, на полпути.
Я вообще позапрошлом году искал, где он находится. Ну, вы знаете, вот хороший выбор. Именно старые гусятники тут сидели раньше. Сейчас я не знаю, кто тут готовится, кто тут сидит. Старые или новые, фиг знает. Даже следов нет, это уже раньше. Видно, ходили тут. Ну да. Здесь, знаете, вот где-то с полмесяца, наверное, дней 10, наверное, тут вот гуси. Да, где-то с полмесяца. Айда. Вы очанные. Где-то с полмесяца гуси тут держатся и кормятся, отдыхают. Не дура. Нахка! Видят ли? Айда! Тулану хочется играть, а этот потом злится. Нахка! Эргурче! Так, даракай. Ну-ка, дугда. Мона. Все ясно, понятно сейчас. Иду, вспоминаю вообще. Иду, вспоминаю. Где, что, как. 2 года я этим гусями баловался, потом надоело, честное слово. Но значит, я от того леса где-то половину пути, наверное, я заходил. Там у меня небольшой шалаш был. Там сухостои еще стояли. И я от своего шалаша этот сруб я видел. Здесь сотни гусей тут тоже отдыхала, сидела. Стрелял. Уток очень много было. Муна. Есть что вспомнить. Вон какой пустырь тут. И здесь, наверное, чучела будут они ставить и долбить гусей. Такие делишки. Так, я, наверное, направление поменяю. Вон там вышка. И на вышку пойду. Более прямо буду идти. Не буду уже круг делать. На дорогу не хочу уже выходить. Короче, пойдем напрямик. Ну, с основной дороги до сюда где-то 1,5 километра, наверное. По болоту надо идти. И чтобы целыми днями тут сидеть, ну, не хочу. И пускай охотятся, кому не лень. А у меня свой шалаш, свое место, своя охота будет. Охота на уток. Может и гусей пострелим, не знаю, как повезет. Это тоже зависит от везения, от удачи. Посмотрим. Уже осталось где-то полмесяца до открытия охоты. Все, идем дальше, в общем. Ну все, ребят, я на окраине болота. Немножко поснимал, показал. Это шикарное большое болото. Много гусей тут отдыхают. Утки также кормятся. Многие охотятся тут. Но мы охотимся на другой стороне дороги. Раньше тоже охотился тут. Ну, перестал. И сейчас уже я буду направляться строго. Не по дороге, а именно строго. Вот у меня тень. Я буду идти на свой тень. И выйду именно на свой переход реки. Примерно так. Потому что ориентировочно у меня там труба от школы с котельной. И церковь тоже. И я выйду именно на середину. Вот как-то так. Но сейчас не надо ориентир где-то искать. Вот ориентир мой тень будет. Я буду идти строго на свою тень. Вот так я буду тупо идти, обходить деревья и все. Здесь все время такое болотистое место. До самой окраины леса, там до дороги. Все время однотонно такое болотистое место, в общем, как говорил. И не надо выбирать сейчас, где вот идти, потому что хороший наст у нас под ногами. Идти очень хорошо, легко. Можно гонять на буране. Сейчас только заправляй и едь дальше. Но мой буран все на этот сезон не хочет больше работать. И сейчас я не знаю,
буду думать, что дальше делать. Ну, на буране походы закончились, в общем. До следующего зимы, будем считать так. Собаки набегались, бегают еще, что-то ищут. Тулан вон что-то ищет. Мне там мешал, почуял или еще что-то. Он грызет как корни. Молодой, все ему интересно. Бабуля вон наш бегает. Не тревожить. Подзывать я не стараюсь сейчас его. Пусть самостоятельно ходит, ищет. Я не волнуюсь, что он потеряется или еще что. Все нормально. Ладно, идем. Идем вот по такому сосняку. Мелкому, карликовые сосны. Больше ростом они здесь не растут. Потому что сырое место. И где чтоб какая природа, там шишка. Такой лес. И уже не поменяешь. Хоть ты еще сажай сюда, все равно больше своей высоты не вырастет дерево. Вот такой попался муравейник, просыпается. Ну, еще мерзло еще. Ну, вот такой звук такой, что где-то сантиметров 5 примерзло, а там, наверное, в принципе, все уже растаяло или вообще не замерзает там, как они. Ну а с южной стороны уже открыто. Да. Я уже на подходе к дороге, ухожу уже на дорогу. Быстро прошагали мы тут. Площадка возле гаража. Ну да, за кладбище вышли. Ну, строго по курсу пошли. Вышли на нужную нам точку. Слева гараж лесопунктовский. Тут дорога должна быть. Там спереди кладбище. Да, там уже село наше. Убураниться надо, пойду вон туда. Обойду кладбище. Через кладбище уже сегодня не буду идти. Ветер поднимается. Вчера вообще штормило у нас. 18 метров в секунду порывы. Так ветрено было. Вон она деревня. Там мой дом родной. Все, вышли на свое село, ребята. Поход заканчивается. Незапланированный такой поход получился. Потому что выехать на первую избу у меня сегодня не получилось. Рыбачить неохота, потому что не клюет. Подождем последний лед, когда уже будет все таять конкретно. Там еще попробую порыбачить. А сейчас пока бесклевые. Собаки нагулялись. И у меня тоже такая вот слабенькая усталость, такой приятная усталость. Вот. И аппетит появился. Сейчас я позавтракаю конкретно. Сейчас по времени не знаю, сколько времени. Потому что на экране не показывает, сколько времени. А телефона с собой нету. Такие дела. Все, ребята. Мы пойдем домой. Спасибо, кто досмотрел очередной фильм. Видно, тут каракат проехал или квадроцикл. После нас вот поднялся. Это квадроцикл. Потому что
узкая колея. Между колесами там, ну, не так широкая. А там проехал квадроцикл, ой, каракат еще. У него шире баллоны колеса. Такие дела. Куда-то он вверх, видно, поднялись по льду. Сейчас можно гонять. Хоть до конца реки поднимайся. Какой ледник сейчас. Вот такие дела. Все. Всем пока и удачи. Ждите новые видео. Все будет. Канал работает. Кто не подписан, подписывайтесь. Кому не жалко, поделитесь этим видео в соцсетях. Что заработал, то и поставьте. Лайки, дизлайки. Это на ваше усмотрение. Так, чтобы не блюхнуться, обойдем стороной. Здесь открыто.